Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Колледж инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета ведет свою историю с 1968 года. Здесь ведется обучение по актуальным направлениям среднего профессионального образования. Как поступить в престижное учебное заведение, поговорим сегодня. Наш гость в студии Алексей Корякин, ответственный секретарь приемной комиссии колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочу спросить вот что, какие направления подготовки сегодня предлагает колледж? Колледж подготовил вам 7 направлений. Давайте начнем с информационных систем и программирования. В этой специальности имеется 3 квалификации. Это программист, специалист по информационным системам и разработчик веб- и мультимедийных приложений. Следующим идет у нас сетевое системное администрирование, далее обеспечение информационной безопасности информационных автоматизированных систем, инфокоммуникационные сети и системы связи. И также у нас есть кафедра строительного производства, в котором есть 2 специальности. Это строительство и эксплуатация зданий и сооружений и сварочное производство. Ну, в общем, те специальности, которые сегодня требуют время, в том числе и креативные. А кто может поступить и какие самые главные испытания для этого нужны? И после какого года обучения? Это все-таки колледж. Мы принимаем абитуриентов на базе 11 класса. Принимаем на основе конкурса по среднему баллу аттестата. То есть девятиклассники, несмотря на то, что К сожалению, это колледж, попасть нет. не могут? Да. А какие направления особенно востребованы в последние годы и почему? Ну, я понимаю, что, скорее всего, там программирование входит в первую тройку. А что еще? Программирование, разработчик веб- и мультимедийных приложений и сетевое системное администрирование. Эти 3 направления, они самые такие горячие. За выпускниками следите, потому что у нас же очень много различных приложений, веб-сайтов в последние годы появляется. Это дело рук ваших выпускников или в том числе ваших выпускников? В том числе есть наши выпускники, которые самые молодцы наши. Куда трудоустраиваются? Да, трудоустраиваться они на нашей компании, могут в другие города. Такие у нас примеры есть. Ну и, в принципе, по строителям, можно сказать, тоже в строительных компаниях наши выпускники, они есть. Лично я бы сказал, что у меня друзья есть, которые работают в IT-парке. Ну, они замечали то, что вы, ваши студенты, китовцы, мы их замечаем. То есть они прямо, так можно сказать, вербуют студентов, да? Да. Ух ты, это получается кузница кадров тогда, особенно для нашего IT-парка. А если говорить про обучение, как оно проходит? Обучение проходит на протяжении 2 лет 10 месяцев. То есть 3 курса. У нас есть осень, зима, весна, у нас учебный процесс. Летом у нас проходят учебные и производственные практики. Так проходят 3 курса, и в конце наши студенты выполняют дипломную работу, защищают, и также демонстрационный экзамен. Это что-то, можно сказать, защита... Прикладные навыки, да? Да, прикладных навыков. Слушайте, Прям это интересно. на практике. Но если со студентами мне все понятно, как за 2 года 10 месяцев можно научиться азам программирования? Если со строителями? Со строителями? Со строителями у нас отдельная кафедра, они обучаются прямо в стройке. Они вот так работают. Далее они могут поступить на высшее, на основе СПО, там они проходят вступительные испытания. А так работают они мастерами, прорабами. Вот все-таки, раз вы затронули тему демонстрационного экзамена, предлагаю про него немножко поговорить, как он проходит. Допустим, специальность программирования. Что демонстрирует выпускник уже в том числе? Там выдается определенный кейс, и студент должен выполнить весь этот кейс за 3 дня. То есть что-то по итогу спрограммировать? Да. Там есть определенное техническое задание. Они делают по 6, по 8, по 6 часов в первый, второй, третий день. И еще дипломная?
также еще и Ну, дипломная. вот вас защита просто так не дипломная. выпустишься. Это СПО со звездочкой, так скажем, если можно сказать. Если говорить о практике, безусловно, студента, профессионала делает практика, которую он проходит за период обучения. Где, как и чем занимаются студенты? Практикум могут проходить студенты на базе наших мастерских, помогать осваивать и оттачивать свои навыки, а также у нас есть определенная база работодателей. Вот как раз-таки в IT-парке агрегаторы есть, некоторые в строительстве, ну и вот так вот. А практика также после второго курса начинается у С студента? первого С курса. первого курса практика? Ну, вот, заканчивают первый курс, заканчивают второй курс, заканчивают третий курс, все это. Все 3 курса Да. практики? Ух ты, слушайте, все время в разных компаниях. Это удивительно. А если говорить о приемной кампании этого года, я насколько понимаю, она тоже, если не близится к завершению, то вот буквально несколько недель остается. Нет, у нас исключение. У вас? Колледж инфраструктурных технологий принимает заявление до 15 августа. То есть вы можете подать заявление до 15 августа. И далее с 16 по 20 августа мы принимаем оригиналы. Потому что только оригиналы у нас соревнуются в нашем конкурсе. Ну вот смотрите, июнь прошел, июль тоже уже близится к середине. Да. Есть ли какие-то цифры по приемной кампании? Из 275 по плану у нас уже накопилось 160 абитуриентов. То есть я вот как раз-таки сегодня после работы и могу сказать, 160 абитуриентов уже подали заявление, и часть из них уже подали оригиналы. Оригиналы даже? Да. Слушайте, ребята, Прям значит, уже нацеленно. настроены учиться. Да, А настроены. вот если традиционно, как вы сказали, есть топ-3, допустим, да, там, программирование, инженеринг, там, создание веб-сайтов, в этом году картина меняется? Как Пока это? Пока еще- по цифрам приема можно что-то Пока сказать? еще нет. Ну, все так же топ-3 они держат. А какие экзамены нужно сдавать в школе? Вот, или у вас для У всех нас специальностей? только аттестат. Только аттестат в Да. школе, на основе Средний балл среднего аттестат. балла аттестата. А какой средний балл обычно? О, каждый год он у нас Ну вот меняется. из того, что сейчас принесли 160 заявлений, какой там самый высокий балл, если это, конечно, Ну, можно? самый высокий балл — это круглые отличники, прям Ага. красные медалисты и тому подобное. Ну, в среднем, если так грубо урезать, в среднем, ну, четверка, 3,9-4. Слушайте, к вам, у вас непростой конкурс, тут же это просто Ну, так не пробиться к вам. Да. Ну, у нас абитуриенты, они подают и на вузы, и к нам тоже, потому что, ну, в принципе, у нас хорошее образование, в принципе, мы можем тягаться с А вот вышками. как насчет различных грамот призеров Олимпиад по специальностям, тем, которым обучают у вас в колледже? Дает ли это какое-то преимущество при поступлении? При поступлении к нам, Мгм. да, у нас есть такая, Бально-рейтинговая система, если нет, это можно да, сказать. можно сказать, бальная рейтинговая система, система приоритетов. Но, к сожалению, у нас это идет только при равенстве баллов. То есть, если идет борьба за последнее место, мы смотрим только вот на призеров, олимпиад, ГТОшников и тому подобное. Ну и по льготникам сироты и тому подобное. Правом зачисления без конкурса имеют участники СВО и их дети. Вот хочу спросить такой вопрос, наверное, немножко неудобный. Если все-таки это после 11 класса зачисление идет, в чем преимущество? Я же могу сразу поступить на программы высшего профессионального образования. Верно. Зачем мне обучаться 2 года, 10 месяцев специальности этой же в СПО? Ну, во-первых, мы принимаем без результатов ЕГЭ. Мгм. Также мы обучаем 3 года. Ну и, в принципе, если человек старательный, он у нас старается, он у нас ходит по чемпионатам разным, регионального уровня, международного уровня, вот молодые профессионалы. Мы их обучаем уже конкретно. Мгм. То есть 3 года — это экономия времени. Также после нас студенты, наши выпускники, поступают на вышку уже не по результатам ЕГЭ, а уже по вступительным испытаниям СВФУ. Вот в этом удобство, согласен. Да. А если говорить, ну то есть можно же еще получать параллельно заочное образование, учась в колледже, да? То, скорее всего, нет. Скорее всего, у вас полная занятость. Да, полная занятость.
Алексей Владимирович, давайте скажем пару слов тем, кто хочет поступить все-таки в колледж, какие-то напутственные слова будущим студентам и абитуриентам. Ну, мы вас ждем, дорогие абитуриенты, дорогие студенты. У нас молодой коллектив достаточно преподавательский. У нас весело, у нас, ну, увлекательно, И современно, да? да, современно. Алексей Владимирович, все-таки в заключение хочу спросить еще такой вопрос. Вы сказали, что у вас молодой коллектив, как набирался преподавательский состав? Ну, специалистов подбирают, которые выпускники наших факультетов и тому подобное. Ну, безусловно, ваше направление, оно популярно и развивается, но с каждым годом какие-то новые специальности планируете добавлять в этом, либо в последующих учебных годах? Что-то разрабатывается или это пока секрет фирмы? Да, это секрет фирмы. Секрет фирмы. Но я уверен, что с ходом времени, с развитием техники Да. все больше и больше специальностей у вас появится. Алексей Владимирович, я уверен, что в этом году все-таки контрольные цифры, если выполните, это будет великолепно. Если перевыполните, то нас в ближайшее время ждет большое число классных, не побоюсь этого слова, высококвалифицированных специалистов. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Желаю вам очень много абитуриентов, ну и, конечно же, студентов, выпускников вашего колледжа. Спасибо. Вам спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.